Это пространство, это для слышащих. И это не про жизнь глухих. Я вот прям искренне верю, что вот этот музей способен решить огромную проблему социальной изоляции глухих. И один раз к нам поступила заявка от интерната для слабослышащих глухих детей. И мы, честно говоря, с командой очень сильно испугались, а как мы это проведем. Решили попробовать, провели, и очень прекрасно. Прям пришло осознание, что это просто глухой человек, это просто иностранец. А с иностранцами мы вообще рады все, большинство из нас рады пообщаться, да, это интересно, это новый опыт. Плакала 3 дня, наверное. Потом чудесным образом в Фейсбуке у меня как-то всплыла реклама Impact Hub. Я подала заявку на основе того гранта. Конечно же, прошла. Вот мы взяли гипотезу, что нужно делать онлайн-уроки, проверили, и теперь их делаем. А что-то проверили, не пошло и убрали. Например, есть 3 слова: фонтан, фонарь и дельфин. И Митя показывает один из жестов. Мы уже начинаем потихонечку знакомить с жестовым языком. Он показывает один из жестов, и людям нужно выбрать. И на самом деле жестовый язык, он очень логичен в большинстве своем. И многие жесты мы с вами знаем. Ну, например, собака, да, или змея вот так, логично, язык раздвоен, да. Здесь мы рассказываем про жестовые языки разных стран, про то, что глухие могут водить автомобиль. Почему-то у нас очень тоже часто спрашивают, а глухие могут водить автомобиль? Менее аварийны, более внимательны. И есть просто знак, треугольник желтый с точечками, что глухой. Примерно 10% населения России, на минуточку, каждый 10-й имеет ограничения по слуху. И когда появилась Яндекс.Такси, когда появилась, там, не знаю, пиццерии, которые онлайн заказывают, сразу же огромный трафик пришел туда. Они говорят, просто Яндекс.Такси — это потрясающе. Потому что раньше же они делали заказ, им перезванивали, просили подтвердить. Это же проблема целая. Моя задача в жизни — это вообще не про это только музей, а в принципе дать и показать людям новые возможности. Вот этот проект — это про новые возможности. Во-первых, про тишину, потому что мы с вами сейчас постоянно все в стрессе от огромного количества уведомлений в телефоне, от шума вокруг, город, телевизор, я не знаю, дети, там еще кто-то. И очень важно вообще найти для себя внутри источник этой тишины, как-то его зафиксировать, чтобы это такой был ресурс внутренний. Как, что, да, у каждого своя тишина. Добро пожаловать в музей в тишине.